В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России применяют онлайн контрольно-кассовую технику. Ежедневно по каналам связи в налоговую службу поступают сотни миллионов электронных чеков. Что дает экономике, самим предпринимателям, налоговым органам и нам, потребителям, обязанность перехода на онлайн-кассы, мы поговорим сегодня с гостем студии, начальником отдела оперативного контроля ФНС России по республике Альбертом Наговицыным. Альберт Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с какого времени юрлицы и предприниматели перешли на онлайн-кассы и для чего это нужно? Реформа контрольно-кассовой техники, а именно изменение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, внесены законодательно с 2016 года. Изначально в закон были внесены два периода перехода на обязательное применение онлайн-касс. Это 1 июля 2017 года. Все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые были обязаны до этого применять кассовые аппараты. А с 1 июля 2018 года все остальные. Но в ноябре 2017 года внесены изменения в период перехода, и дополнительно был установлен новый период, это 1 июля 2019 года. То есть 1 июля 2018 года у нас перешли индивидуальные предприниматели и юридические лица в сфере розницы и общепита, а также вендинговых автоматов с наемными работниками. А с 1 июля 2019 года на обязательное применение контрольно-кассовой техники перейдут ИП и юрлица на ЕНВД и патенте, кроме розницы и общепита, а также вендинговые автоматы и все лица, которые предоставляют услуги населению. А эти сроки, они по всей России одинаковые или у нас в республике отличаются? Сроки одинаковые по всей Российской Федерации. Ага, а сколько пользователей онлайн-касс в Якутске и в других городах республики? На сегодняшний день на территории подконтрольной инспекции номер 5 по республике Саха-Якутия зарегистрировано 7703 единицы контрольно-кассовой техники за организациями и юрлицами где-то 3500 пользователей. А это много? По сравнению с тем объемом, который было до реформы, это больше, чем до 2016 года. А что дает этот переход экономике и налоговым органам? Во-первых, налоговым органам оно дает минимизацию времени. То есть, если раньше проверки проводились сплошным методом, то сейчас мы можем увидеть и выходить уже точечно только тем организациям, индивидуальным предпринимателям, которые по нашим меркам нарушают требования законодательства. А также это минимизация со стороны для пользователей контрольно-кассовой техники в части регистрации, перерегистрации, снятия с учета контрольно-кассовой техники путем внесения такого инструмента, как личный кабинет. То есть без похода в налоговый орган они могут у себя, сидя в офисе, дома, зарегистрировать, снять с учета и перерегистрировать контрольно-кассовую технику. А что касается со стороны населения, это защита прав потребителей. А на налоги это как-то сказывается, на уплату налогов? Но объем? Да, я понял вопрос. Выручка по контрольно-кассовой технике, по которой оно пробито, конечно, это идет для тех налогоплательщиков, которые применяют общую систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения, идет за основу налоговой базы. А кого касается отсрочка установки онлайн-касс? Отсрочка на сегодняшний день касается индивидуальных предпринимателей на патенте и на ЕНВД, кроме розницы и общепита, и не имеющих работников, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги населению. А где обязательно применение онлайн-касс, а где нет? В статье 2 Закона о применении контрольно-кассовой техники есть закрытый перечень видов деятельности, по которым пользователи, налогоплательщики могут не применять контрольно-кассовую технику. Это продажа газет, журналов, уход за больными, за детьми, сдача в наем жилых помещений,
До 1 июля 2019 года по закону освобождены внутригородские маршрутные автобусы, а с 1 июля 2019 года применение контрольно-кассовой техники от маршрутных автобусов будет обязательно. Ну, получается, кто и обычные чеки раньше выдавал онлайн, они же и перешли на онлайн-кассы. Да, перешли, но с 1 июля 2019 года у нас перейдут те, которые не применяли их. То есть объем и количество налогоплательщиков сейчас устанавливается, но тем не менее это будут больше цифры, чем вот эти 3450 налогоплательщиков, которые на сегодняшний день перешли. Есть разные виды фискальных накопителей. Какой выбрать и от чего это зависит? На сегодняшний день в реестр фискальных накопителей включены 18 моделей фискальных накопителей, и у них различается по срокам: 13 месяцев, 15 месяцев и 36 месяцев. 13 месяцев и 15 месяцев могут применять организации и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, а также индивидуальные предприниматели и на юридические лица, которые на спецрежимах, но при этом реализуют подакцизные товары. А 15 месяцев он включен в реестр для тех же плательщиков, которые на общей системе налогообложения, но фискальный накопитель с сроком 15 месяцев, у него больше объем. Он нужен будет для крупных ритейлеров. А фискальный накопитель с сроком 36 месяцев, его применяют индивидуальные предприниматели и юридические лица на спецрежимах. При этом, если пользователь контрольно-кассовой техники находится в отдаленных и труднодоступных местностях, срок 36 месяцев сокращается наполовину. Сокращается, и, соответственно, они могут, те лица, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, установленных постановлением правительства Республики Саха-Якутия, они могут применять фискальный накопитель 13 месяцев, так и 15 месяцев. А с какими чаще всего вопросами или проблемами обращаются предприниматели? В основном по срокам применения фискальных накопителей, а также по срокам перехода, кто когда переходит на обязательное применение контрольно-кассовой техники. Ну, относительно работы с этими аппаратами пока нет вопросов? По работам контрольно-кассовой техники в основном там технические вопросы бывают, которые решаются именно на стороне производителя данных аппаратов. А как правильно зарегистрировать кассовую технику? Есть два способа регистрации контрольно-кассовой техники. Это через личный кабинет индивидуального предпринимателя либо юридического лица, а также через налоговый орган на бумажном носителе. При этом регистрация через личный кабинет юридического лица либо индивидуального предпринимателя займет для пользователя где-то 10-15 минут, не выходя из офиса. А на бумажном носителе надо будет подойти несколько раз. Это в первый раз принести заявление на бумажном носителе, второй раз прийти за уведомлением о присвоении регистрационного номера к конкретному кассовому аппарату, и в третий раз подойти с отчетом о регистрации для получения карточки регистрации контрольно-кассовой техники. А каким чаще всего способом наши предприниматели пользуются? По статистике у нас на сегодняшний день 70% кассовых аппаратов зарегистрированы через личный кабинет. А предусмотрен ли налоговый вычет при покупке онлайн-касс? Насколько я понимаю, это дорогостоящее оборудование. Ценовой ценз на контрольно-кассовую технику начинается от 18 тысяч и до 70. И если пользователь выбирает тот аппарат, который стоит 50 тысяч, ему надо будет еще дополнительно приобрести программное обеспечение, компьютер, ноутбук. Законодателем установлен налоговый вычет только для индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения и на едином налоге на вмененный доход в размере 18 тысяч рублей за каждую единицу зарегистрированной контрольно-кассовой техники. При этом, если данные индивидуальные предприниматели занимаются видом деятельности розницы либо общепит с наемными работниками, то условия: кассовый аппарат должен быть зарегистрирован до 1 июля 2018 года. Если у них нет наемных работников, то получается контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована до 1 июля 2019 года.
А что дает потребителю онлайн-кассы? И если не выдали чек, что делать в таком случае? На сегодняшний день Федеральная налоговая служба подготовила приложение для айфонов и сотовых телефонов на андроиде, как проверка чеков. То есть потребитель может получить контрольно-кассовый чек, считать QR-код. И если ему кажется, что там есть нарушение требований закона, если ему не выдали, он может направить онлайн через данное приложение обращение в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба рассматривает каждое обращение, которое поступило от пользователей по невыдаче, либо выдаче кассового чека с нарушением требований законодательства, то в этом случае проводится проверка налоговым органом. И, насколько я понимаю, можно и на почту, чтобы присылали чек на электронную почту покупателя. Потребитель должен до расчета предъявить продавцу электронный адрес, либо попросить, чтобы ему направили на электронный адрес кассовый чек, либо смс-кой. Но это без проблем должны сделать предприниматели. Продавцы. Те аппараты, которые из 152 моделей контрольно-кассовой техники, некоторые поддерживают, некоторые не поддерживают, но если это аппарат, который поддерживает в обязательном порядке передачу в электронном виде кассовый чек, то они обязаны по требованию клиента направить туда. А как применяется контрольно-кассовая техника при предоплате, например, при покупке подарочного сертификата? При предоплате это что является подарочной картой? Это форма расчета за товары, работы и услуги. И продавец или лицо, которое предоставляет такие услуги, они обязаны выдать кассовый чек, в котором должно быть указано, что это подарочный сертификат и с видом расчета предоплата. В последующем, когда потребитель приходит и использует данную подарочную карту, то в этом случае в кассовом чеке должно быть указано аванс, либо предварительная оплата. Альберт Афанасьевич, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.